Этот шкаф занимает почетное место в доме Дзангиевых. Музей Ломали полон бесценных реликвий. На полках уютно расположились военные трофеи, медали, ордена, женские украшения, древние монеты, газыри, старинные кувшины и многие другие вещи, каждая из которых хранит в себе ту или иную эпоху. Турецкие, турко-яхаш, Энер Хамиры, тоже один из подарков. Она 1914 год, рейхсканцелярии, Лилдия, как бы, Лилдия Хами. И Истанбул тоже старый Хами, тоже подаренный мне, турецкая. Собирать предметы старины мужчина начал около 10 лет назад. Многое досталось от предков. Отдельное место в коллекции занимают вещи, оставшиеся от прадеда и деда Мусы Дзангиева, участника дикой дивизии. С большим трепетом и вниманием мужчина окружает кинжалы, ружья и предметы повседневного быта, которым пользовались его прабабушки, прадед, дед и отец. Лупа, ремень, уздечка, перстни с солярным знаком и свастикой и старинные часы, подаренные самим князем Михаилом Романовым за верную службу его деду. Сахатты дiyana, zang bolchkan, tık ya, ahos getir diyana. Азгазик духа диаюх, восстание диетат, азер восстание диет специалистов очень мало. Сажук диюан, когда Краснодаре, туда и трасер. Восстание диебезм болуш, сациадиш уаталж мисады ту хамаш. Газырижи сук диана, когда азлеля сейназ башти адвали. Sen çok iyi kadar diye çok bir yüzde царя а сухата алай символик değildir. Особым вниманием пользуются талисманы против сглаза, которые надевались на коня. Эти украшения, сделанные из когтей медведя и орла, большая редкость и не раз вызывали живой интерес у сотрудников музея. Отдельного внимания удостоенные военные трофеи, мечи для битвы, карманные ножи. Кинжал деда Лом-Али демонстрирует с особым трепетом. Он был создан в 1914 году. Этим кинжалом никогда нельзя было наносить удар, колющий удар. Это считалось неправильно рожденным, если он наносил удар колющий. Его можно было вот 3 пальцами снизу и 1 пальцем сверху. Вот так его надо было держать и наносить удар. Этот удар получалось так, он просто как бы режущий получалось. И здесь это небольшое лезвие. Это повседневный кинжал. Есть в коллекции 8-гранный мушкет, найденный в башне, где жил дед Лом-Али. Все эти предметы хранятся в семействе Дзангиевых не 1 десяток лет. Многие из них мужчина отреставрировал. Интерес к вещам прошлого у него зародился еще в детстве. Я как бы младший был в семье. У меня старший брат Баал, на 10-12 лет старше, и сестра на лет 8-9 лет старше. Я как бы младший в семье, мне как бы немножко дозволено было похулиганить, пошалить. Я всегда с собой этот кинжал носил, у меня как бы вот обычно у всех детей войнушки поиграть, там побегать по лесам, на лошадях скакать. Лом-Али Дзангиев около 23 лет проработал в госструктурах и не раз за отличную службу награждался орденами и дипломами. Почетный портрет отца и прадеда висят в коридоре, и, глядя на них, мужчина понимает, что ему всегда было на кого равняться. Тоже что вейдут Тем же примером целеустремленности и мужества мужчина служит и для своих сыновей. В семье их 4, и каждый достиг определенных высот в мире спорта. Об этом говорят пояса, а также кубки и множество медалей, украшающие прихожую. Победам способствовала поддержка отца, который, несмотря на победы или поражения, всегда был готов поддержать. Делится младший Магомед Дзангиев, ингушский боец ММА, известный как Макс Мулин. В свои 14 лет мальчик уже заработал титул чемпиона Азии. Но для Магомеда занятие этим видом спорта скорее хобби, так как кем будет, он уже определился.
Какое бы будущее не выбрал для себя младший Зангиев, он твердо знает, что за ним целые поколения бравых ингушей, дух которых воплощен в этих уникальных частицах истории. А наш герой Лом Али сделает все возможное, чтобы эта правда жизни была доступна для всех. Дана Плиева, Адам Далаков, Ислам Арапиев. Новости 24.